В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. В республике участились случаи гибели крупного рогатого скота в результате выхода животных на неокрепший лед. В Роспотребнадзоре объяснили причину отрицательного теста при коронавирусе. Юный талант из Якутска исполнил песню в финале национального отбора конкурса «Детское Евровидение-2021». Всего 56 голов крупного рогатого скота и 9 лошадей погибли в результате провала под лед с начала зимовки в республике. Ситуация усугубляется тем, что на территории большинства районов установилась относительно теплая погода, из-за чего лед на водоемах весьма непрочен. Отмечается, что мясо утонувшего скота не поступит в продажу. В Роспотребнадзоре объяснили, почему при COVID-19 бывает отрицательный тест. Вероятность обнаружить коронавирус при тестировании снижается на 4-5 день болезни. Поэтому иногда у пациента есть все симптомы, но тест показывает отрицательный результат, объяснила Наталья Пшеничная, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии. Северо-Восточный федеральный университет продолжит обучение студентов в дистанционном формате, и после завершения нерабочих дней решение было принято по согласованию с Министерством науки и высшего образования страны. Отмечу, что с понедельника все школы, детсады и учреждения дополнительного образования начнут работу в очном режиме. При этом главы районов с учетом эпидситуации могут принимать решения о введении дистанционного обучения или других мер. Стоимость проезда между Якутском и Нижним Бестяхом на судах на воздушной подушке выросла до 3000 рублей. Это связано с тем, что для перевозки пассажиров привлечены аэроботы «Тайфун». Они будут работать до установления ледяного покрова, после чего цена проезда будет снижена до 1500 рублей. Ориентировочно это произойдет через 10 дней. По словам судоводителей, из-за западного ветра большое количество шуги отнесло к причалу Нижнего Бестяха. И из-за этого суда на воздушных подушках серьезно повреждаются. Власти республики готовятся к пожароопасному сезону следующего года. Об этом глава республики Айсен Николаев сообщил во время прямого эфира в социальных сетях. Будет увеличено финансирование, усовершенствована нормативная правовая база и изменят подходы к тушению лесных пожаров в целом. Раньше на эти цели из федерального бюджета выделялось порядка 400 миллионов рублей. То в следующем году размер увеличен до 1 миллиарда 600 миллионов рублей. Ожидается поставка тяжелой техники, закупленной на федеральное финансирование. Это 16 тракторов класса ДТ-75, 7 тягачей для тракторов для Якутлесресурса. Айсен Николаев отметил и работу добровольческого штаба, которая, по его словам, будет также продолжена в тесном контакте с правительством республики. В Якутске сотрудники компании «Жилкомсервис» меняют ветхие септики многоквартирных домов. В течение недели они установили новый септик по адресу Покровский тракт, 5-й километр, дом 1. Сейчас идут завершающие работы, утепляют трубу. По словам сотрудников «Жилкомсервиса», острая проблема из-за старого септика стояла еще с 2019 года. Емкость с объемом всего 50 кубометров быстро наполнялась, а содержимое выходило наружу, образуя наледь и лужу. На данный момент мы сделали новый септик 100 кубов и решили проблему. У нас откачка одна машина в день по нормативу. Емкости листовые, листы сделали эти железные из листов, из новых, утеплили полиуретаном. Сейчас вот делаем ограждение, чтобы загородить его. В Якутии реализуется первый этап проекта по строительству котельной Аннёс-1 с сетями теплоснабжения для оптимизации котельной «Квартальная» в селе Аннёс Амгинского улуса. По проекту предусмотрено возведение котельной, дробилки для угля, насосной с пожарными резервуаром, тепловых сетей для оптимизации существующей модульной котельной, сетей водоотведения и ограждения. Завершение полного цикла работ планируется в следующем году.
Столичные школьники принимают участие во всероссийском конкурсе видеооткрыток «Смотри, это Россия». В борьбе за победу дети от 6 до 18 лет записывают видео о мифах и легендах своего края. Также они передают приветы сверстникам из других регионов, приглашая их в гости. Лучшие работы будут выявлены путем открытого интернет-голосования. Итоги конкурса будут подведены 14 декабря. Отметим, что в прошлом году от Якутска участие в конкурсе видеокроссинга приняли более 500 команд. В этом году из-за локдауна ожидается меньшее количество. Представить свою национальную притчу-сказку решила и команда 2 класса школы номер 5. Их творческий коллектив презентовал легенду о девочке на Луне. Наш класс выбрал легенду о лунной девочке, потому что ребятам это очень понравилось. И думаю, другим ребятам из других регионов тоже будет интересно. Сотрудники ГИБДД с 4 ноября работают в усиленном варианте несения службы в Якутске. Сегодня завершающий этап. Подробнее нам готов рассказать мой коллега Евгений Тайтонов. Евгений, где вы сейчас находитесь? Добрый день, Кристина. Мы сейчас находимся на улице Хабарова. На сегодня это 3-я точка у сотрудников госавтоинспекции. Ранее они работали на Покровском тракте и на улице Лермонтова. Ну, следует отметить, что в эти дни была увеличена плотность нарядов службы, патрульной службы. Также были запланированы выставление сотрудников госавтоинспекции во въездах и выездах населенных пунктов. В это время сотрудники ГИБДД проверяют, выявляют нетрезвых водителей, а также незаконное хранение оружия и другие нарушения. Подробнее об этом расскажет нам старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД города Якутска Владимир Ощепков. Владимир, здравствуй. Сначала от 4 числа, получается, ноября, сколько нарушений было выявлено и, допустим, сколько нетрезвых водителей, сколько незаконного хранения оружия? Ну, если более подробно по нарушениям правил дорожного движения, ну, а именно по выявлению водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, то за эти выходные дни на территории города Якутска было выявлено более 20 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Ну и также, кроме этого, у нас в основном проводились массовые проверки водителей, опять же, на выявление, да, на нетрезвых водителей. И в течение этих дней у нас на территории города Якутска, опять же, было в основном выявлено нарушение именно по тонировке, то есть водители, которые управляют транспортными средствами, нанесенные где цветные пленки, то есть недопустимые по ГОСТу. Ну и также выявлялись такие нарушения, как нарушение правил перевозки пассажиров, то есть именно касающиеся детей. Управляли транспортными средствами водители, ну и, соответственно, родители, которые не обезопасили своих детей и, соответственно, не пристегивали их в детские удерживающие устройства. Ну, как мы видим, еще с вами тут находится передвижной пункт медицинского освидетельствования. Как будут нести там службу ваши сотрудники? Ну, именно передвижной пункт медицинского освидетельствования у нас, опять же, ездит с нами в эти дни. И сначала, опять же, массовых проверок, они уже ежедневно практически проверяют водителей, которые отказываются от своего освидетельствования, то есть, соответственно, водитель, который управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, ну и, соответственно, инспектор, который это выявляет, признаки алкогольного опьянения, то сперва ему предлагают пройти освидетельствование при помощи технического средства алкотест 6810, и после чего водитель, когда не соглашается со своим результатом анализа, то есть превышающую допустимую норму, сейчас это 0,16 промилле, да, то водителю уже предлагается не проехать уже на медосвидетельствование, а уже пройти уже рядом с массовыми проверками, то есть у нас передвижной пункт медицинского свидетельствования, то там водитель, опять же, соответственно, туда проходит и проходит уже медицинское свидетельствование
опять же, при помощи врача, да. Ну и если там он уже отказывается, то на водителя составляется административный материал по части 1, либо 2 статьи 12.26 Кодекса административных правонарушений за отказ от прохождения медицинского свидетельствования. Ну и, соответственно, опять же, у нас кроме данных нарушений по управлению транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, да, сами знаете, у нас по первой части статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях водитель лишается прав до 1,5 лет, либо и также штраф, да, в размере 30 тысяч рублей. И такой же административный штраф налагается по отказу от прохождения медицинского свидетельствования. Ну и кроме того, у нас есть еще повторность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. То есть водитель, который уже попадается повторно в течение года после лишения, либо во время лишения, то это считается нарушением, которое, опять же, является повторным. То есть за это уже он не будет нести административную ответственность, а будет уже нести ответственность по Уголовному кодексу Российской Федерации, согласно статье 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Там уже штраф от 200 до 300 тысяч рублей и также лишение права управлять транспортными средствами до 3 лет. Ну и также может человек уже нести наказание как общественная работа до 400 часов и также занимать определенную должность до 3 лет. Ну и как мы понимаем, у вас, получается, заранее неизвестно, где будут стоять сотрудники госавтоинспекции, как точки выбираются? Ну, точки выбираются в связи с тем, что, допустим, у нас именно места концентрации дорожно-транспортных происшествий, да, по городу, да, являются у нас в основном как бы в тех местах, где, опять же, у нас ходят люди, да, то есть пешеходы, опять же, наши участники дорожного движения, ну и также в тех местах, где есть возможность провести такие массовые проверки, то есть где полос более 2. То есть, соответственно, чтобы одну полосу сильно не занимать, чтобы водители могли, опять же, беспрепятственно проехать, и одна полоса уже намечается конкретно для массовой проверки. То есть, соответственно, останавливаются не выборочно, а уже все транспортные средства останавливаются, и где уже инспектора дорожно-патрульной службы проверяют водителей на наличие документов и также на признаки алкогольного опьянения. Владимир, спасибо большое. Ну, Кристина, я хочу отметить, что сегодня последний день усиленного режима работы госавтоинспекции, но это не означает, что сотрудники госавтоинспекции прекращают проверки на дорогах. Но все равно каждому водителю надо думать не только о себе, но и других участниках дорожного движения и не стараться и вообще не выпивать за рулем или садиться пьяным за руль. Кристина, у меня на этом все. Спасибо за интересную информацию для наших телезрителей. Я напомню, на прямой связи со студией был мой коллега Евгений Тайтонов. Мы переходим к другим темам. Творческий тандем семья Зиненко из Мирного вместе создают витражи, пишут картины, мастерят часы, светильники и посуду. Что значит стричь стекло и как в корпус часов может поместиться человек, расскажет Ксения Исламова. Услышать тиканье стрелок и увидеть движение шестеренок, находясь внутри самих часов, возможно? Вполне, если соорудить башню в человеческий рост. Такую на дачном участке создал Юрий Зиненко. Мастер подобрал детали, болты и гайки, потратил несколько лет. Теперь барабан с молоточками каждый час отстукивает мелодию. Стоит завести механизм. Эти часы появились у владельцев после поездки в Краснодар. Людмила и Юрий увидели похожие на здание ЖД вокзала. Заглянули, изучили механизм и решили сделать такие же. Башню украсили витражом. Супруга Юрия, Людмила, с легкостью стрижет и режет стекло. Для этого использует нож с алмазным напылением. Мирненко делает не только витражи, которые вставляют в пластиковую раму, но еще и посуду и светильники. Сейчас вот это что будет с ирисами? Это будет, я надеюсь, будет тарелочка. Почему надеюсь? Потому что стекло, в общем-то, такая штука непредсказуемая, бывает, может лопнуть. Чтобы стекло не лопнуло, мастера-витражисты используют приборы, которые измеряют совместимость. Но чаще всего такое удовольствие стоит дорого. Поэтому Людмила тестирует все сама. Опытным путем узнает, подходят ли стекла друг к другу.
Сам материал заказывает в специализированных магазинах, но есть и варианты, которые всегда под рукой. Очень эффектно можно сделать такую десертную тарелочку под оливки, под грибочки, под что-нибудь такое. Вот. Ну, кто-то там под ложку, когда готовишь, тоже. Это, да, это подножный корм. Ну, у нас всегда под ногами есть. Можно в магазине купил что-то там такое, приносят. Когда узнали, что бутылки плавить начали, почему-то сносить. Да, очень как-то так не очень хорошо получалось, потому что вроде как мы столько не пьем. В их доме повсюду не только бутылки, часы ручной работы, в окнах витражи, а печь больше похожа на арт-объект. Неизменный помощник и наблюдатель за процессом сбора рисунка – кот. Кажется, он один знает все нюансы работы. И хотя мастерская находится в квартире, запекает чаще всего Людмила в печи не хлеб, а стекло. А мелкие детали сравнивает с солью. Чтобы какие-то детали увеличить на картинке, если надо, то используют либо такое же стекло, то есть объем добавить, либо вот прозрачное стекло, и в нужных местах ты его кладешь, и оно такое, как соль, оно дополнительный эффект дает такой. Цвет не меняет, не искажает. И очень эффектно смотрится. Вот такой витраж с ирисами обойдется примерно в 40 тысяч рублей. Половина стоимости, конечно, это цена за материал и его доставку. Стекло хоть и хрупкий материал, но его цвет сохранится долгие годы. Достаточно посмотреть на работы Луиса Комфорта Тиффани. Именно в честь него была названа такая техника работы со стеклом. Ну а если витраж разобьется, то менять придется не все стекло, а лишь отдельный элемент. Ксения Исламова, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Уроженец Якутска Валерий Кузаков, победитель 6-го сезона телепроекта «Голос дети», исполнил песню в финале национального отбора конкурса «Детское Евровидение-2021». В данное время Валера живет в Москве, с 5 лет занимается вокалом и играет на фортепиано. Он является многократным победителем и призером всероссийских и международных конкурсов. На Евровидение Валеру пригласили не только в качестве гостя исполнить песню, но и стать почетным членом жюри. И пускай мы разные, но целью связаны одной. Пусть на разных языках, но вместе под одной звездой. И пускай мы разные, мы вместе. К этому часу у меня вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий.